воды! Дайте воды! Дайте воды! Жители частных домов Саяногорска вышли на митинг. Люди возмущены резким ростом тарифов на подвозную воду с 18 до 194 рублей за кубометр. Другой здесь нет, так как нет водопровода. Бумажки разбросали по ящикам, что вода дорожает в 10 раз вместо воды. И с этого времени объявили нам бойкот. Прекратили подвоз воды вообще 10 дней. Люди были без воды. Почему, если, как нам объяснили, денег нет в бюджете? Почему они не просили, не закладывали эти деньги в бюджет? Почему мы должны отвечать за их халатность, за их нерасторопность, за их незнание? Около 1000 жителей Саяногорска ждут прокладки водопровода вот уже 50 лет. Как заявили в мэрии Саяногорска, в прошлом году за подвоз бочек с водой действительно платил бюджет, но сейчас такой возможности нет. К тому же новый тариф и вовсе был утвержден в правительстве республики. Я принципиально не буду подписывать вот эту по 200 рублей воду. Это потому что дискриминация. Они что, вот они думают, какая у нас зарплата. Они взяли зарплату Чубайса, потом зарплату Майна и получили среднесуточное, значит, это 40 тысяч, да? И думают, мы с этих денег платить. Вот сначала заплатите нам эти деньги, потом мы будем по 200 рублей буду платить. Нам с чего платить-то? Вон по миру пойдем, точно заплати и сдохни. О! Набрал. Пенсионер Андрей Лукьяненко каждый раз с нетерпением ждет снегопада. Тогда не надо ехать за несколько километров до ближайшей колонки. Талую воду в семье пускают на хознужды. Большая часть питьевой воды уходит на купание трехмесячного внука Жени. Поэтому взрослым приходится нелегко. Машинку я об этом не знаешь, там тоже воду как набирать. Мы сверху заливаем. Сверху заливается вода, конечно, естественно. И все бедрами вытаскивается. Ребенка так вот купаем. В морозы водовозка, как правило, вовсе не приходит. И воду, даже дорогую, приходится ждать по 2 недели. Однако самое страшное в данной ситуации вовсе не высокая стоимость воды, а бессилие людей перед пожарами. Недавно здесь сгорел очередной дом. Люди уверяют, могли потушить пожар самостоятельно. Однако воды в поселке попросту нет. Саяногорцы с ужасом ждут наступления весны. Когда в горах загорится сухая трава, беды не миновать. Впрочем, это местных чиновников не особо беспокоит. На новом тарифе им удалось сэкономить для бюджета 1,5 миллиона рублей. После такого бесчеловечного ответа властей жители осознали, им в родной Хакасии уже никто не поможет. К Донбассу будем обращаться, либо к Сирии, чтобы они нам помогли. Но у нас же наше правительство помогает, отправляет туда фургоны с продуктами. Пусть они теперь нам с водой будут цистерны отправлять. А как людям жить? Сергей Чудинов, Марина Мышко. Настоящее время. Республика Хакасия.